Ингушское башенное селение Харп. Архитектурный комплекс, представленный множеством исторических объектов. 4 склеповых могильника. Одна боевая башня высотой 13,5 метров и 8 жилых. Реконструкцией 4 из них вот уже несколько дней занимается реставратор с допуском Министерства культуры России Магомед Харсиев. Работы проводятся по проектно-сметной документации. Проектно-сметная документация прошла госэкспертизу. И, в принципе, работы идут. Немного нам помешали холода, которые пришли, потому что мы не можем работать в минусовую температуру, потому что раствор у нас известковый. И, как мы все знаем, и здесь у нас не любит минусовую температуру. Время не щадит ни камни, ни скалы, что у основания одной из этих жилых башен. Даже от легкого прикосновения вековые глыбы сыпятся на глазах. Реставраторам в целях обеспечения дальнейшей безопасности конструкции даже пришлось местами подкопать и прочистить от почвы несущие стены. Это ослабление скальной породы. И раньше, когда строили наши предки эти башни, скальная порода, она была очень крепкой, прочной, прямо зеленой. И если мы здесь подкопаем еще немного, метр вниз, метр в бок, и мы эту скальную породу, эту твердую, мы ее найдем. Эти хитрости, где мы подбираемся, укрепляем стену, и домкратами и другими вещами, и потом закладываем с основания полностью. И вот так наращиваем стены, где это делать необходимо. Обрушившаяся с течением времени конструкция стен до приезда строителей так и лежала внутри башни. К строительному материалу того времени, а это камни, реставраторы относятся особенно бережно. Важно воссоздать башню в первозданном виде, такой, какой ее оставили потомкам первые обитатели. وده حد واخد وقت عند الكلام ايوه وش حد واخد ايده كده يجي ما اشتاق هذا وش ايده كيرش هذا عندي شيخن سنيبر حق باش بباش حيوتيجي ديكو كده مولى. В основе своей зодчие, предположительно 16-17 веков, использовали известковый раствор. Состав, пропорции и технология были продуманы с учетом своих материальных возможностей и особенностей рельефа местности. Уникальному способу, который использовали наши предки, здесь решили не изменять. Разница лишь в том, что сегодня добавляют чуть цемента. Выкладывая камень о камень по линейке, так и восстанавливают одну из жилых башен. В основном 8% кирьер. كيري أرشي كيري غميق كذا. Антош токартой занги ехидякыш. Сонно ешикари. Да. Сатар работа вот аккуратно абулыш. Ай шнур сахнис беш бен нис улла. Я хала мас метр хализон. Вакан. هذا شو الحل؟ هو 4 متر. كلها خلي شو ياسر. يا ستي حل شو متر. دا كان يتوشكو على وين دا. وقو. крайне сюда шукарят халеттичи метр 7-8 мектер. Ухчуана باغي ضحكاي إتاج خليسها شموت تجي تابوا تسلخش كل حطوا العغاز دوش وامين بول حطوش بخاب قيدي. Реконструкция башенных комплексов Харп, Ни и Морч стала возможной благодаря спонсорской поддержке мецената. Строители здесь разделились на 2 бригады. Во главе каждой мастер-реставратор с лицензией и допуском Министерства культуры. Так что делом заняты настоящие квалифицированные умельцы. В этом сегодня убедились и представители Тайпа Харпхой. خارج صادش حمدات إذا دعيا خنزمي كان يجدعيوه كأنت
О том, что часть ингушских родовых башен пришла в упадок и находится на грани полного исчезновения и требует немедленного восстановления, было сказано на встрече главы региона Махмуда Али Калиматова с делегацией Министерства культуры и владельцем группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым. По итогам встречи открыть объекты после реставрации планируется до конца 2023 года. Еще 2 объекта: древний христианский храм Тхаба-Ярды и комплекс оборонно-сторожевых башен Вовнушки будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета, выделяемых Министерством культуры. Это специалисты, археологи, этнографы, полностью историки. Восстановление вот этих башен, если их не восстанавливать, почему мы акцентируем и почему Мишелин Михаил Савельевич и министерство сейчас вот к этому подключилось? Потому что мы утеряем это все. Вот сегодня реставрация этих башен, они еще веками будут стоять. Да. Мы сохраним их для поколения. Поэтому сегодня и есть такой настрой. Вот такой городок получился. И продолжаем дальше. Мы сейчас делаем опять 5 башенных комплексов. И очень большая просьба, если подключится наше дорогое родное министерство. Да, и мы восстановим, да. Завершить реконструкцию башенных комплексов Харп, Ни и Морч реставраторы планируют до конца текущего года. Главное — успеть до заморозков. Адам Мережков, Асхаб Белакиев, Новости 24.